Здравствуйте! В эфире информационная передача «Амшикшара». Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Особая угроза. Состоялось координационное совещание руководителей правоохранительных органов, на котором обсуждались результаты борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Обоснованные тарифы в Министерстве экономики рассказали о планируемых мероприятиях по улучшению ситуации в энергосфере. Услышать пассажиров, легко ли после рабочего дня добраться до дома. Капризы природы. Сильная жара в Абхазии сменится прохождением грозового фронта. По фактам незаконного оборота наркотиков с 2019 по 2021 годы возбуждено 422 уголовных дела. В Сухуми прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов Абхазии, на котором обсуждались результаты работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. Обеспечение национальной безопасности, социально-экономического развития и улучшение демографической ситуации в стране связано с необходимостью противодействовать незаконному обороту наркотиков. По словам исполняющего обязанности первого заместителя генпрокурора Абхазии Даура Амичба, статистика свидетельствует о ежегодном приросте потребителей наркотиков. Так, за 2019-2020 годы по факту незаконного оборота наркотиков следственными органами было возбуждено 360 уголовных дел. За полгода 2021 года возбуждено уже 62 уголовных дела. 59 из них направлены в суд. Из общего количества 422 возбужденных уголовных дела, 53 дела связаны с выращиванием наркотических растений, 48 из которых уже направлены в суд. За указанный период по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта возбуждено 337 уголовных дел, из которых 43 дела связаны с незаконным ввозом наркотических средств и психотропных веществ. 32 уголовных дела по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Из них 9 связаны с ввозом. Из общего количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, более 91,5% это лица, приобретающие наркотики и психотропные вещества для личного потребления. 8,5% приобретают наркотики с целью их сбыта или являются сбытчиками. Из 369 выявленных преступлений по незаконному обороту наркотиков по видам изъятых наркотических средств и психотропных веществ доминируют наркотики растительного происхождения, такие как марихуана, маковая соломка, которые постепенно заменяются синтетическими наркотиками, такими как метадон, амфетамин, героин и другие. На совещании отмечалось, что распространение синтетических наркотиков представляет особую угрозу, ведь многие из них сильнее наркотиков растительного происхождения и оказывают еще более разрушительное действие на здоровье человека. Синтетическое средство метадон поступает в Республику Абхазия в основном из Российской Федерации. При этом организаторы каналов переправки и сбыта данного вида наркотика, как правило, находятся в Российской Федерации, что затрудняет оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению каналов ввоза и распространения наркотических средств на территории Республики Абхазия. Одна так называемая доза наркотического средства метадон массой, к примеру, 0,30 грамм на территории Республики Абхазия реализуется в 3-5 раз дороже, чем в Российской Федерации, что делает эту сферу незаконной деятельности популярной и прибыльной в криминальной среде. Основной причиной масштабов наркоторговли является значительная экономическая выгода, которую не в состоянии дать какой-либо другой легальный вид бизнеса. Выступавшие также отметили рост преступлений, совершаемых с помощью современных технологий. Сегодня наркодилеры активно используют интернет-ресурсы. Через различные программы и мессенджеры осуществляются поставки запрещенных веществ. Для оплаты услуг используются банковские и почтовые переводы, электронные платежные системы, киви-кошельки. С целью выявления членов ОПГ, осуществляющих незаконный ввоз и последующий сбыт наркотических средств путем сбыта через интернет, службой государственной безопасности своевременно направляются соответствующие запросы по партнерским каналам в органы ФСБ Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что из-за отсутствия оперативности в получении сведений, касающихся пользователей, либо владельцев киви-кошельков, поступающие ответы и содержание в большинстве своем становятся неактуальны.
В этой части считаем необходимым разработать совместный межведомственный план с вовлечением в рабочие группы сотрудников международных подразделений Генеральной прокуратуры, ИКЦ, МВД и СГБ для выработки взаимодействия. С докладом выступил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аляс Лабахуа. Он отметил, что совместно с сотрудниками УКОН МВД оперативные подразделения комитета участвуют в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного ввоза наркотических средств. Однако возможностей для полноценного предотвращения данной преступной деятельности пока недостаточно. Требования к повышению уровня эффективности и правоохранительной деятельности таможенных органов Абхазии повлекли за собой увеличение объемов проводимой работы, которая повысила степень нагрузки, получаемой каждым должностным лицом правоохранительных подразделений ГТК. Данная проблема требует необходимости увеличения, в первую очередь, штатной численности сотрудников оперативных подразделений для эффективного выполнения возложенных на них задач. Нехватка кадровых, технических и иных возможностей правоохранительных подразделений таможни не позволяет полноценно реагировать на недопущение фактов незаконного перемещения через таможенную границу Республики Абхазия наркотических средств и их прекурсоров. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба отметил, что проблема незаконного оборота наркотиков возникла давно, и борьба с ней должна рассматриваться как одна из важнейших задач. С момента пандемии нами усматривалось снижение ввоза наркотических препаратов на территорию Республики Абхазия. Несмотря на то, что уже 1,5-2 года после того, как возникла пандемия, более чем в 70 странах мира усматривается увеличение объема наркотрафика. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что незаконный оборот наркотиков, наркомания крайне отрицательно влияет на экономическую, социальную ситуацию в республике и в целом на все общество. Сегодня в системе МВД проводится реформа, и я очень надеюсь на то, что она придаст дополнительный импульс в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По итогам встречи будет подготовлен проект постановления Координационного совещания правоохранительных органов республики. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Гудаутском ковидном госпитале из-за перепадов электроэнергии вышел из строя компьютерный томограф, сообщает пресс-служба Минздрава. По поручению министра здравоохранения были вызваны специалисты из Белоруссии. По той же причине в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя рентгенаппарат. Иностранные специалисты также осмотрят оборудование и дадут свое заключение. Вышел из строя и мобильный переносной рентгенаппарат в Сухумской инфекционной больнице. Белорусские инженеры в ближайшие дни приступят к осмотру аппарата, но уже сейчас называют причиной выхода рентгенаппарата из строя увеличение нагрузки на оборудование в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Энергетика и реализация инвестпрограммы стали основными темами брифинга, прошедшего в Министерстве экономики. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган подробно рассказала о планируемых мероприятиях по выходу из энергокризиса. Реновация электросетевой инфраструктуры, повышение собираемости средств за потребляемую электроэнергию, борьба с незаконной деятельностью по добыче криптовалют и другие сопутствующие темы были озвучены представителями СМИ. Подробности в репортаже Симы Аргун. Отсутствие обоснованного тарифа, низкая оплата за потребленную электроэнергию, наличие большого количества льгот при их компенсации со стороны государства, отсутствие системы коммерческого учета, высокий износ электросетевого хозяйства привели к дестабилизации обстановки в энергосистеме страны, считает вице-премьер-министр экономики Кристина Озган. Президент поставил четкую задачу перед правительством, и соответствующими уполномоченными органами проводить работу в этом направлении, потому что общая сумма дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию превышает 2 миллиарда рублей. Это очень серьезная нагрузка. Понятно, что взыскать сегодня 2 миллиарда рублей – это, наверное, неподъемная задача, но если речь вести о текущих платежах за потребленную электроэнергию, думаю, в этом направлении должна работа соответствующим образом проводиться, и эффективность, конечно, должна быть налицо.
Кристина Озган считает необходимым оказать финансовую помощь РУП «Черноморэнерго» на проведение профилактических работ и приобретение комплектующих материалов для подготовки к зимнему периоду. Озган отметила, что в 4-м квартале текущего года планируется утверждение новых нормативов потребления электроэнергии. Мероприятие будет дифференцированным и разграничиваться по принципу «село-город». Министр экономики пояснила, что уровень тарифов будет доведен до экономически обоснованного, но это будет происходить поэтапно в течение 5 лет. Предварительную работу в этом направлении мы уже ведем. У нас, так как я вам сказала, что методология практически на выходе, сейчас она согласовывается, есть предварительные расчеты, на базе которых и будет формироваться тарифный план. Конечно, будет некий социальный тариф изначально, скорее всего, уже в 2022 году. И потом, соответственно, мы будем полностью менять тарифную политику. Озган прояснила ситуацию с добычей криптовалют в нашей стране. По словам министра, любая деятельность, не запрещенная законом, должна быть регулируемой, а деятельность по добыче криптовалют в республике законом не запрещена. В декабре 2018 года правительство ввело временные ограничения на данный вид деятельности, при этом не запретив ввоз оборудования. Сентябрьские постановления правительства предусматривали регулирование данного вида деятельности. Никто не ставил перед собой задачу просто сказать «идите майните», а там, значит, система выдержит. Вопрос стоял совершенно в другом. Вопрос заключался в том, что правительство должно было определить порядок регулирования этого вида деятельности и участников рынка, которые занимаются, значит, добычей криптовалют. Министр рассказала и о ходе работ на высоковольтной линии Ачгуара, который предусмотрен в бюджете 2021 года, а также дала справку по реализации российской инвестпрограммы на 2017-2019 годы и по текущей программе содействия социально-экономическому развитию республики. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с брифинга вице-премьера, министра экономики Кристины Озган смотрите после выпуска новостей. Решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 22 сентября 2021 года в 11 часов в здании Верховного суда Абхазии. Граждане, желающие сдать экзамен, могут подать соответствующие заявления в экзаменационную комиссию. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону 776 77 55. От работы общественного транспорта во многом зависит комфорт горожан и гостей столицы. Особенно он востребован в летний период. После вечерних прогулок по прекрасной Сухумской набережной людям необходимо доехать до мест проживания. И здесь возникает проблема. Поэтому многие вынуждены планировать свой день в соответствии с графиком работы маршрутных такси, автобусов и троллейбусов. Легко ли после рабочего дня добраться до дома, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварацхелия. Нет людей, которые бы ни разу в жизни не пользовались общественным транспортом. Почти наверняка, несмотря на наличие собственного автомобиля, время от времени мы предпочитаем для различных поездок маршрутные такси. Правильная организация работы общественного транспорта важна как в дневное, так и в вечернее время. Ведь после работы людям из центра необходимо добраться в районы проживания. А в летний период с проблемой добраться домой сталкиваются как жители, так и гости столицы. Желательно, чтобы после 18 часов автобус, хоть пусть через час, но то по табличке ровно выезжает. Допустим, подходишь 19:00, 20:00, уже подходишь к этому времени, чтобы машина стояла. Да. Не чаще, но хотя бы через час, да. Хоть знаешь спокойно, что ты уедешь. Промежуток, интервал между рейсами, конечно, увеличился. Если раньше троллейбусы ходили лучше, то именно троллейбусы сейчас ходят, конечно, хуже. За остальной транспорт не можем сказать, а вот именно троллейбусы, да, интервал стал очень большой. По времени сколько вы можете ждать на остановке? Ну, где-то с полчаса точно можем. Автобусы более-менее ходят, но единственное, что вечером очень трудно уехать с города. И вот мы вечером второй раз на море, допустим, ездить – это уже проблема. Вот 7:30 уже практически уже транспорта нет, понимаете? Бывает и 40 минут, бывает и больше. На маяке это что-то. Людей много, транспорта мало получается? Да. Да. А что они говорят? Почему так говорят? А кто вам скажет? Кто вам скажет? Водителю задашь вопрос, он вам ответит?
Таким образом, после 18:00 общественный транспорт в городе не встретишь. За разъяснением мы обратились к водителям маршрутных такси. Сейчас на то направление не работают троллейбусы, как плохая погода была. Так? Это много решает. И еще автобусы есть государственные. Они должны ездить по графику. А мы частные люди, они разъезжают по экскурсиям, не успевают. Троллейбусов нет, автобусы, наверное, тоже мало ходят, не знаю, как там. И вот так и все, только эта причина. А вы со скольки до скольки работаете? Мы почти с 7 утра до 8 до полвосьмого. Да. Потом нет здесь никого. Там из-за 2-3 человека люди не будут кататься. С 7 до 6, все. А почему попозже нет транспорта? Нету, не выдают солярка. Нету солярка, не выдают. Причина только в этом? Да, а больше что причина? Нету солярка, не выдают, за это не работает, даже дежурством делают. 15 говорят, не знаю точно, не знаю точно, 15, Это по-моему. мало, да? Мало, даже не хватает. А? Сколько рейсов они делают в день, грубо говоря? Кто 6 кругов делает, оборотов, кто 5 оборотов, по-разному Им делает. за свой счет потом приходится... Конечно, свой шаг, откуда больше с кармана, конечно, будет. Директор Сухумского АТП Леонид Шулумба отметил, что проблема с нехваткой топлива возникает из года в год. Помимо этого, техническое состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Мы хотели бы увеличить режим работы, у нас обсуждались эти вопросы, но, к сожалению, видимо, из-за сложной ситуации в стране в связи с пандемией, вероятнее всего, и по той причине, что была стихия не так давно, вы знаете, и, скорее всего, средств не хватает в администрации, мы не можем решить этот вопрос по увеличению режима работы транспорта, ввиду того, что износ транспорта идет, количество топлива недостаточно, который сегодня есть, который мы выдаем. Ну и в связи с этим мы не можем увеличить объем работы. Водители даже самостоятельно есть, когда заливают топливо, и как-то работаем до туда, докуда имеем место. Вот сейчас вы знаете это. Ну, для решения этого вопроса, наверное, все-таки надо обсуждать и неоднократно, как выходит, и дополнительная дотация решает все вопросы. Сухумские службы такси работают круглосуточно, однако и до них сложно дозвониться. Если повезет, то ждать машину приходится 15-20 минут. Машина есть? Вам придется минут 15 подождать. Ой, а еще минут 15, пока он приедет, а? Нет, минут 15-20, думаю, максимум. Все вместе. Хорошо, сейчас перезвоню, если вдруг. Хорошо. Можно подождать. Поступает вызов, вот сейчас вот это в Килосур. Машина у нас в городе. Минут 15 мы говорим, потому что, факт то, что за 15 минут не доедет. Учитывая то, что на дорогах пробки, может где-то он остановиться. У нас клиенты, во-первых, то, что говорят, мы вызываем с одной точки до другой, они могут вернуться назад. Они заходят в магазин, они ждут. И вот в связи с этим приходится ждать. Ага, сколько машин у вас сейчас работает? 9. 9 машин. Я думаю, наши клиенты нас должны понять. Еще один немаловажный факт. В летний период многие таксисты зарабатывают на трансферных перевозках. Следовательно, количество машин, работающих в городе, заметно сокращается. К 19:00 на остановках людей почти нет. Возможно, это связано с тем, что граждане стараются пораньше уехать домой. Нам удалось пообщаться с таксистами транспортной компании «Гаруда-Экспресс». Конечно, мы большие извинения приносим тем клиентам, которых мы не смогли обслужить вовремя, да? В силу того, что мы не успеваем. На Гаруду ложится вся нагрузка, эти перевозки такси по городу, если так взять. Есть остальные много тут такси в городе, но там их вообще меньше. И порой к ним вообще не дозвониться. У нас режим работы начинается с 8 утра до 2 часов ночи вообще каждый день. Через день у нас смена. И в свою смену обязательно надо выходить. Очень много работы помимо города, за города. Многие граждане вынуждены планировать свой день в соответствии с графиком работы маршруток, автобусов и троллейбусов. На сегодняшний день вопрос пересмотра режима работы общественного транспорта в вечернее время остается открытым. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба принял делегацию из Смоленска. В состав делегации входит депутат Смоленской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Ольга Калистратова, бизнесмен Анатолий Данилов и представитель партии «Роспрезидент» Международного фонда памяти Героя Советского Союза Магомеда Каджиева Курбан Ильясов. На встрече обсудили вопросы возможного сотрудничества между Сухумом и Смоленском, в том числе в сфере бизнеса, туризма, молодежной политики. Нам интересно развивать производство. Мы сейчас на 80% зависим от внешних поставок, сказал Беслан Эшба. На встрече присутствовал депутат парламента Левон Галустян. 25 абитуриентов из Абхазии, прошедшие конкурсный отбор, направляются на учебу в высшие учебные заведения МВД России. Как сообщает пресс-служба МВД Абхазии, в этом году прошел прием в Воронежский институт МВД, в Омскую академию МВД, в Орловский институт МВД имени Лукьянова и в Нижегородскую академию МВД. Срок обучения в вузах 5 лет. 325-я ракетка мира Амина Аншба в первом круге турнира категории WTA 250 в Польше в 2 сетах обыграла 135-й номер рейтинга представительницу Франции Армони Тан, сообщает Госкомспорт Абхазии. Встреча длилась 1 час 59 минут и завершилась счетом 6-4, 6-2 в пользу Аншба. Сухумский водоканал сообщает, что в связи с прорывом водопроводной трубы на пересечении улицы Мама Шамиля и 30 марта с полуночи 22 июля до 10 часов вечера несколько районов города останутся без водоснабжения. Не будет воды в следующих районах: Колос, Вокзал, улица Адыгейская, Новый район, Вием, центр города, Рынок и Маяк. МЧС Абхазии призывает граждан и гостей республики соблюдать меры предосторожности при непогоде, которая может наступить по прогнозам после 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Синоптики прогнозируют, что сильная жара в Абхазии сменится 22 и 23 июля прохождением грозового фронта. Пройдут ливневые дожди, местами с градом, прогремят грозы. Предупреждение в особенности касается туристов, отдыхающих в горной части страны. В четверг и в пятницу 22 и 23 июля синоптическая обстановка на Черноморском побережье Абхазии существенно изменится. Погоду Абхазии будет определять как ложбина высотного циклона северо-запада, так и южного. Основной удар мощный циклон нанесет на Крым, а мы находимся на его периферии. К нам он подойдет уже ослабленным, то есть его отголоски. У нас на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, местами возможен град. Ветер умеренный 2,7 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами от 11 до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-25 градусов, днем 27-32 градуса. Волнение морской воды от умеренного до значительного 75-150 сантиметров. Это 2-4 балла. По сообщению Гидрометцентра, в четверг 22 июля в Абхазии ожидается облачная погода, дождь, переходящий в сильный ливневый дождь с грозой, местами град. Температура воздуха ночью 20-25, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.